С удовольствием предоставляю слово руководителю отдела рекламы и внешних коммуникаций компании «Аквафон» Гете Ардзенбо. Дорогие друзья, добрый день. От лица официального спонсора компании «Аквафон» приветствую всех участников церемонии награждения. Наше приветствие самые теплые адресованы, конечно, гостям нашего праздника, нашим братьям из Южной Осетии, нашим братьям из республик Северного Кавказа Российской Федерации, нашим большим гостям из республики Турция и особенно нашему брату Мете Лейба. Мы рады принимать таких высоких гостей, мы уверены, что это происходит далеко не в последний раз. Как было сказано до меня, турнир будет расти, развиваться, мы будем стоять рядом, нас ждут впереди большие победы. Всех вас, ребята, с праздником! Я надеюсь, что вы увезете с собой самые лучшие впечатления об этом турнире. Помимо призов, предусмотренных турнирной таблицей, компания «Аквафон» учредила специальный приз для лучшего игрока абхазской сборной на турнире имени Ахрика Цвейба. И мне выпала честь, я поздравляю этого победителя, этого номинанта. Это 5-й номер, а зовут его Смел Хакбам. Не спешите, сюда повернитесь, сюда, рядом встаньте, вот так, да. Сюда, посмотрите. Спасибо. Спасибо. В первой игре встретились Цхинвальский «Спартак» и «Спартак» из Нальчика. Юные футболисты Цхинвала больше времени владели мячом, больше атаковали и играли увереннее. В первом тайме они забили 2 гола. Во втором они увеличили свое преимущество, забив 3-й гол. Игра закончилась со счетом 3-0 в пользу «Спартака» из Цхинвала. А вторая игра проходила между командами Анжи из Махачкалы и лидером турнира турецким Бешикташ. В этом матче инициатива с самого начала игры была у стамбульских спортсменов. 1-0 таков результат первого тайма. Уже во втором футболисты из Махачкалы перешли в активную атаку, но ни одна из них не была реализована. Турецкие футболисты, успешно защищаясь, сами создавали немало опасных моментов у ворот соперника, 4 из которых достигли цели. Результат матча 4-0. Который забил. За все дни турнира команда Бешикташ ни разу не потерпела поражение. Лишь одну игру не сыграли в ничью. Получив 13 очков, они стали победителями турнира. Руководитель турецкой команды Мете Лейба, сам же в прошлом игрок Бешикташ, так прокомментировал победу своих футболистов. Хамана шоз здро. Юбант здро. Хапшо. Абри Бешикташу. Абри анти яхгаро. Сис о дарасез капу бабаса хазаза. В третьей игре боролись сборная Абхазии и Терек из Грозного. При самом удачном раскладе абхазские футболисты могли бы выйти на второе место. На трибунах зрители были очень эмоциональные. Наряду с абхазскими болельщиками нашу команду поддерживали игроки Бешикташ. Однако спартаковцы в начале первого тайма повели в счете. Благодаря грамотной атаке Ибрагим Бирзукаев забивает первый мяч в ворота соперника. А через несколько минут игрок сборной Абхазии Лин Айба забил ответный гол. Счет стал равным 1-1. Игрокам обоих команд нужна была только победа, потому вся игра проходила в упорной борьбе. Наши игроки создавали множество опасных моментов у ворот противника, но они не были реализованы. Игра так и закончилась со счетом 1-1. В итоге абхазская команда заняла 3-е место. Не забудем, что в турнире участвовали команды очень высокого уровня, поэтому можно сказать, что это хороший результат для юных абхазских футболистов. В том году на этом турнире участвовала команда «Динамо Сухум».
но по решению Совета «Динамо» мы решили создать сборную команду Абхазии. Были ребята приглашены из Гагры, из Ачамчиры, с футбольного клуба «Нарт» Сухум, с Гудаутской спортшколы. За что всем спасибо. В первую очередь тренерам, которые откликнулись, потому что в данный момент на территории Абхазии проходит чемпионат Абхазии в этом возрасте. И ребята отдали своих игроков ради того, чтобы мы добились хорошего положительного результата. Ну, третье место тоже ничего, нормально. Чувства у нас хорошие, не последнее место. Сыграли хорошо, команды сильные, потягались. Будем больше тренироваться, накопим больше сил и будем играть. Наконец настала долгожданная церемония награждения. В номинациях по амплуа лучшим вратарем турнира был признан игрок цхинвальского «Спартака» Сармат Цховребов. Игрок Анжи из Махачкалы Раджи Магомедов стал лучшим полузащитником. Больше всех мячей забил Алихан Губжоков из Нальчикского «Спартака». Лучшим защитником признан Смел Хагба, играющий за сборную Абхазии. Лучшим нападающим стал футболист Бешикташ Ират Муса. А лучшим игроком турнира признан... Фамилия очень сложная, если что, извините. Эзинджи Эртугрум. Игрок абхазской команды Смел Хагба также удостоился отдельного приза, учрежденного генеральным спонсором турнира компанией «Аквафон». Наше приветствие самые теплые адресованы, конечно, гостям нашего праздника, нашим братьям из Южной Осетии, нашим братьям из республик Северного Кавказа Российской Федерации, нашим большим гостям из республики Турция и особенно нашему брату Мете Лейба. Мы рады принимать таких высоких гостей, мы уверены, что это происходит далеко не в последний раз. Как было сказано до меня, турнир будет расти, развиваться, мы будем стоять рядом, нас ждут впереди большие победы. По результатам всех игр бронзовый кубок достался сборной Абхазии. Эта команда также удостоилась денежной награды, учрежденной Госкомитетом по делам молодежи и спорту. Сегодня инфраструктура спорта развивается в хорошую сторону. Сегодня у вас есть хорошее поле, на котором вы можете играть. Строится великолепный городской стадион и многие другие спортивные объекты. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов и долголетия. Второе место завоевали наши братья с Северного Кавказа, футболисты «Спартака» из Нальчика. А вот турецкий Бешикташ стал обладателем самого главного приза турнира – Кубка мастера спорта международного класса Африка Цвейба. Вы знаете, вот мы сегодня сидели, я сидел с друзьями, значит, мы получили огромное, колоссальное удовольствие. Это азарт. Это накал игры, который дети показывали сегодня. Это приятно, любо смотреть. И хотелось бы, конечно, чтобы... Но не получилось, что, может быть, еще по команд побольше можно было приехать. Ну, в связи с разными причинами. Та же «Динамо» Москва не приехала, не получилось. Тоже «Шахтер» Донецкий в связи с политической ситуацией не получилось. Но, тем не менее, шикарный турнир прошел. И всем организаторам, и всем, начиная от президента Республики Абхазии, хочу выразить огромную благодарность, потому что, еще раз повторюсь, это наше общее дело. Организаторы турнира и наши футболисты уже думают о следующих соревнованиях. Будем надеяться, что через год наша команда покажет лучший результат. Исмат Дженни, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.